Методы визуализации, правильная подготовка к разным ритуалам, обучение медитировать и не только. Монахи, прибывшие накануне из Тибета, делятся своим бесценным опытом и знаниями с тувинскими ламами. Как отмечает Камбалама Туве Гелек Нацигдаржу, для наших буддийских учителей это хорошая возможность не только перенять знания, но и закрепить свои компетенции. Преподает Ген Рапчор. Он является, так скажем, очень хороший мастер своего дела. И даже он экзаменатор, получается. Те, которые заканчивали там Сера, Роман и так далее, да, вот, когда обучаются, именно заканчивают, да, свой курс обучения, когда именно учат именно по тантрическим направлениям, да, вот, буддизма, они тоже сдают экзамены к нему. И он также преподает всем, кто приехал с разных монастырей. Но некоторые, конечно же, впервые, да, вот именно получают обучение, информацию, да, вот именно про божеств, которые тантрическим, да, направлении. А есть ламы, которые как повторяющие, да, можно сказать. Как говорят, да, вот повторение, мать учения. И некоторые повторяют, да, свои знания. Обучение проходит таким образом. В неделе 2 раза занятий, да, вот эти изначальные 2 дня, это именно по тантрической части. А второе 2 дня это по медитации. Медитация, согласно буддизму, это духовная практика, с помощью которой можно обуздать свои мысли и эмоции. Освободиться от отрицательных импульсов и обрести власть над собой вполне возможно. Это достигается с помощью дисциплины и медитации. Это не совершая никаких плохих деяний, да. И это собрание добродетелей, но поступки, да, правильные добродетели должны быть, да. И ранги семьи Йонсутил, это переводится как обуздать свою. Это есть Тинисангидами, это есть учение Будды. Имея знания, глубокие знания, смысл изучения буддизма, изучения медитации дает нам в будущем и в нашей жизни дает правильный подход, чтобы преодолеть в будущем разные препятствия. Это нам очень хорошо будет помогать. Перенять опыт и знания досточтимых монахов и учителей для нас большое счастье, отмечает Шолбан Эргит Пашкы. Наши тувинские ламы в основном все обучаются в монастыре Дрепунгаман, а прибывший монах из монастыря Гюдмет. Это тантрический монастырь с 500-летней традицией, где все монахи владеют стилем пения, который способен вселить благоговейный трепет в сердце не только верующего, но и любого человека, случайно заглянувшего в эту сокровищницу высших буддийских практик. Этот стиль требует совершенно расслабленного тела, свободного дыхания и медитативного состояния ума. Мы очень рады, что у нас появилась возможность получить такие знания. Кроме того, Камбалама Туве сообщил, что ранее был объявлен набор послушников или хуроков. Как оказалось, желающих действительно много. В ближайшей перспективе в стенах монастыря Туптен-Шадруплинг начнется обучение. Желающих планируют разделить по возрастным категориям. Многие откликнулись, да, вот эти, чтобы записались, да, чтобы обучиться тибетской грамматике и тибетском разговорном языке, да, вот наши будущие послушники. По этой направлению мы тоже начали процесс работы, да. И сейчас буквально на днях мы тоже общее собрание сделаем. И мы уже наметили имена, написали контакт, номера, телефоны, все это получили. И сейчас дальше общее собрание будет. И потом уже по возрасту будем разделять на разные, да, возрастные группы. Есть ребятишки, которые совсем маленькие, да, вот, например, до 5 класс или до 4 класс, да. Потом с 5 или с 6 класс до 7 или до 8, и потом выше, да, вот. И есть ребята, которые окончившие школу, но будет преподавать наши ламы. На цокольном этаже есть класс, уже оборудован.
Вместе с тем, как сообщает председатель местной религиозной организации Тувинского буддийского монастыря Туптен-Шадроплинк Роман Магуш, буддийские монахи и ламы будут оказывать всяческую поддержку подросткам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Монастырь активно взаимодействует с управлением Камбаламы Тувы, проводит совместные мероприятия. В настоящее время тибетскими монахами проводится обучение по медитации наших тувинских лам. По совместному плану наши монахи и ламы хотят оказать помощь трудным подросткам и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Не только с помощью обучения на базе монастыря, но и наставничества. Ламы будут проводить с ними время, организовывать для подростков культурные мероприятия и так далее. Реализация мероприятий, направленных на работу с трудными подростками, будет организована по инициативе культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Айра Сабы Магуш и Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.